о тех последних событиях, которые мы сейчас обсуждаем, и особенно обсуждаются в нашем обществе, наиболее значимым, наверное, все-таки является принятие, пока еще, правда, в первом чтении решения Государственной Думы о том, чтобы все главы республик, главы регионов и автономий назывались именно главами, а не президентами, не губернаторами, хотя, по сути, губернаторами они остаются, но чтобы название глав всех было приведено в соответствии с Конституцией, законами РФ. До недавнего времени было разрешено называться президентами автономных республик. Я, например, знаю, что еще лет 8 тому назад у нас было около 20 президентов и в Кабардино-Балкарии, и в Карачаево-Черкесии, и в Башкирии. Потом осталось 2 президента, это в Чечне и в Татарстане. А последние несколько лет, когда сам добровольно Кадыров сказал, что я буду главой республики называться, то осталось в Татарстане. Эти, конечно, эта ситуация вызвала большие трения в ряде регионов, и в частности в Татарстане, и некоторые депутаты Госдумы от Татарстана говорили, что, может быть, все-таки можно оставить название. Вот. Но понятно, что никто не спорит с теми полномочиями, которые должны оставаться такие же, как у других глав регионов. Но названия, традиции такие хорошие, добрые, и все-таки решено привести в соответствие. Как я к этому лично отношусь? Я считаю, что называться можно как угодно. Главное, чтобы на федеральном уровне, учитывая федеративное устройство Российской Федерации, да, чтобы никто не думал, что вот он равнее других или он главнее других, иначе начнутся обиды. Некоторые издания написали, что в чем причина-то, почему хотят, что министров Татарстана сам единолично назначает президент Республики Татарстана, а если он будет главой, то он вынужден будет советоваться с Кремлем. Но это не совсем так. Есть, конечно, силовые ведомства, которые, наверное, где-то будут советоваться. Все остальные никто на утверждение в Кремль кандидатуры нести, отправлять не будет. Вот. Поэтому думаю, что во втором, в третьем чтении все-таки будет принят этот закон. Каких-то конфликтов, трений внутри Татарстана, внутри других регионов я не вижу, но просто людям надо объяснять, что ничего по сути не меняется, что по сути никак суверенитет не ущемляется. Видимо, объяснить это то ли некому было, то ли не стали это делать. Поэтому вот такая ситуация и возникла. Недавно поднимался данный вопрос насчет того, стоит ли вообще упразднять в Татарстане должность президента. Вообще я считаю, что в любом государстве есть только один глава государства, это является президент. В нашем случае у нас это президент Российской Федерации. Даже если вдруг произойдет так, что в Татарстане данную должность упразднят и сделают просто глава Республики Татарстан, я думаю, что ничего не поменяется с этим, ни с политической точки зрения даже, и это не будет каким-то экономическим ударом по Татарстану. Уже давно данная должность, она, так скажем, реформируется, то есть это просто на формальном уровне поменяется название и не более того. Упрощение института президентства. У людей многих смешанные мнения на этот счет, но я считаю, что главное это, может, это и первый шаг. На самом деле название, оно может значить что-то для многих татар. От самого изменения названия много не поменяется. Многое может поменяться, если автономия продолжит уменьшаться. Мы живем в государстве под названием Российская Федерация. Это федеративное многонациональное государство, где у каждого народа есть право на хранение и использование своего языка. То есть суть республик должна быть в том, чтобы сохранять народы от ассимиляции, чтобы жил язык, жила культура, жили обычаи. И главное, чтобы все эти процессы не перешли потом в процессы еще большей ассимиляции. Просто некоторые считают, что упрощение института президентства – это первый шаг на пути к каким-то большим уменьшениям отнимания прав у регионов. Но время покажет, что будет, но на самом деле я считаю, что изменение именно сейчас, оно сразу никакого эффекта не даст. Важно смотреть, что будет потом, что будет дальше. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения справедливости, то, я считаю, нужно Аминханова сделать главой республики, так как в других республиках нету каких-либо президентов. Например, в Башкортостане Ради Хабиров является главой республики, а не президентом. С точки зрения формальности, я считаю, в этом смысла нету, так как просто переписать на бумажке что-то, в чем смысл? Об этого что-то изменится, я думаю, что нет.